Проправительственные СМИ Китая стали центром очередного скандала. Протесты в Гонконге, организованные после приостановки рассмотрения закона об экстрадиции в Китай, в которых приняли участие более 2 миллионов человек, были опубликованы в Китае под заголовком «Миллионы людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать День Отца». Международные наблюдатели и защитники прав человека заявили, что Китай не перестанет обманывать людей, так как ложь является образом жизни китайской бюрократии, коммунистов, военных и средств массовой информации. Основатель китайской корпорации Huawei Рен Зhengfei сообщил, что в этом году компания ожидает снижения доходов на $30 миллиардов. Зhengfei заявил, что максимальное падение может составить 40% и подчеркнул, что ожидает доход не менее $100 миллиардов. Продажи Huawei на внутреннем рынке не изменились, а динамика продаж на мировом уровне может упасть, сообщает информационное агентство CNBC. Предложение партии ИИ провести расследование по делу о геноциде и репрессиям уйгуров, внесенное на рассмотрение парламента Турции, было отвергнуто. Против предложения, подготовленного депутатом от партии ИИ Аднаном Сезгином и подписанного 22 парламентариями, проголосовала действующая партия справедливости и развития. Бывший руководитель Интерпола Мэн Хунвей признал вину в получении взяток. По сообщениям китайских СМИ, высокопоставленный чиновник в общей сложности получил более 14 миллионов юаней. Мэн Хунвей таинственно исчез в сентябре прошлого года, после чего супруга китайца, опасаясь за судьбу мужа, заявила о его пропаже в полицию. Женщине была предоставлена защита. Позже стало известно, что Мэн Хунвея задержали правоохранительные органы Китая. В Пекине подтвердили, что в его отношении проводится расследование. После того, как иранские военные сбили американский беспилотник, президент США заявил, что Иран совершил большую ошибку. Напомним, что вчера военно-воздушные силы Ирана сообщили о том, что в провинции Хурмузган на юге страны был сбит американский беспилотник. Турция направила в Средиземное море второе буровое судно «Явуз», которое начнет работу в июле в акватории Турецкой Республики Кипр. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмес сообщил, что второй участок буровых работ судна «Фатих» был назван «Финика-1».